Иште бөлеті біздің программамыз девам ете сайғылы достар. Біз айтқан едік бүгін бүтін дүния еф айванларының күні қайдетілі. Ve elbette şu күні біз оларының қорчаланмасы хақында лаф етежеміз. Ve студиямызда мұсафырымыз бар. Ve мұсафырымыз бізге bu haqda tafsilatlı tarif edecek. Достар, яның сатыны Қырымда файдалы ве эпіміз үшін мерақлы олған малюматтан башламаға теклиф етеміз. Шу жүмледен біздің студиямызда Оксана Камирна, Қырым Жұмхуриеті ветеринар Девлет комитетінің айванларға янашма незареті бөлігінің башы. Здравствуйте, Оксана. Рада вас видеть у нас в гостях. Доброе утро. Оксана, сегодня Международный день защиты животных. Мы считаем, что этот день очень важный и хотим поговорить именно о защите животных, да, как регулируется эта защита государством. Вот в частности, ответственное и добросовестное отношение к животным. Какими законами оно закреплено в нашем государстве? Да, у нас на территории Российской Федерации действует федеральный закон номер 498 об ответственном обращении с животным. Принят Государственной Думой в 2018 году, но вступил в законную силу полностью только в 2020 году, в начале года. Этот закон регулирует ответственное обращение с животными. Он нацелен на защиту животных, в том числе защиту от жестокого обращения с животными. И у нас в республике тоже, на республиканском уровне тоже все прописано. Да, на республиканском уровне в дополнение к этому закону у нас принят закон 260 ЗРК об ответственном обращении с животным. Он дополняет федеральный закон и полностью все требования там предусмотрены. А какие требования к выгулу и содержанию животных предусмотрены законодательством? Ну, в основном все требования, как повторюсь, прописаны в федеральном законе, но конкретно закон нацелен на ответственное обращение, в том числе четко прописано, что владелец животного, он обязан выгуливать животного в специально отведенных местах. То есть органы местного самоуправления, они должны принять свое решение, да, где животное будет выгуливаться. Да, действительно, животное должно выходить на улицу, да, перемещаться по территории общественных мест. Это лифты, подъезды, места, дворы, места общественного пользования исключительно на поводках. То есть свободного выгула у нас на территории Крыма и территории Российской Федерации нет. Потом животные обязаны проводить ветеринарные мероприятия, обязаны проводить ветеринарную клинику свое животное для проведения противоэпизоотических мероприятий. Конечно, вакцинация от бешенства, это тоже входит в обязанность животных. Вот такие основные требования, которые вот каждый владелец должен соблюдать на сегодняшний день. Часто ли ваш комитет сталкивается с жестоким обращением с животными? Часто поступают ли жалобы, да, вот, людей, которые стали свидетелями таких вопиющих случаев? Ну, на самом деле, надо сначала разобрать, что такое жестокое обращение с животным. Да, что включает в себя это понятие? Потому что многие люди думают, да, что там просто увидели, что животное где-то не в том месте и не так себя ведет, и они считают, что это жестокое обращение. 245 статьей Уголовного кодекса четко предусмотрено, что есть жестокое обращение с животными. Это нанесение телесных повреждений, увечий, которые могут привести к гибели животного, которые приносят к страданию животное. Только в этом случае, да, можно считать это жестоким обращением к животным. Конечно, и в нашей работе, да и любой человек может столкнуться с жестоким обращением к животным в тот момент, когда просто смотрит там в интернете или где-то может увидеть. Волонтеров, да, сейчас большое количество тоже. Да, волонтеры, которые могут просто реагировать, да, и спасибо им, конечно, большое, что они реагируют и пишут обращения в наш адрес. Конечно, в нашей работе и при исполнении служебных обязанностей мы сталкиваемся, к сожалению, с такими моментами и выезжаем на проведение мероприятий, реагируем, и в случае выявления таких фактов обязательно передаются все материалы в МВД для принятия мер реагирования. Предусмотрено, я еще раз повторюсь, 245 статья Уголовного кодекса, которая четко прописана, она так и называется «Жестокое обращение с животными», и предусмотрена либо административная уголовная ответственность, штраф, либо
лишение свободы до 3 лет. Вот за жестокое обращение с животными на сегодняшний день вот такая ответственность. Что касается бездомных животных, ведется ли какая-то статистика по бездомным животным и есть ли какие-то положительные тенденции в этом направлении? Да, по поводу животных без владельцев, 260-й ЗРК, Закон Республики Крым об ответственном обращении животных, он предусматривает регулирование численности. На основании этого закона ведется программа, мероприятия ежегодные по отлову, стерилизации, вакцинации, выпуск этих животных в естественную среду обитания после проведения мероприятий. И с 2017 года вступил в силу этот закон, наш крымский закон, который предусматривает все эти мероприятия. И если говорить по статистике, то в 2017 году было отловлено, вакцинировано, стерилизовано порядка 10 тысяч животных. А в 2018 году уже численность животных там на 10% снизилась, и уже было отловлено 9 тысяч. Да? Если там в 2018 году мы уже подключили, у нас собак, да, уже не хватало, да, на отлов, мы уже подключили отлов кошек. Тоже такая программа была предусмотрена, и уже было порядка отлова 12 тысяч, но если смотреть по статистике прошлого года, уже 8 тысяч собак, то есть тенденция снижается, и мы прекрасно видим, что на 10% ежегодно безнадзорных животных становится меньше. Эта программа рассчитана на снижение численности, постепенное снижение численности именно вот такими мероприятиями. Мы знаем, что Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым регулярно осуществляет прививку домашних животных. Расскажите об этом подробнее. Да, вы правы. Ежегодная вакцинация проводится государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Республики Крым. Проводится она бесплатно. И я хочу обратиться к владельцам животных. Бешенство, все прекрасно знают, что это особо опасное инфекционное заболевание. И оно передается от заболевшего животного людям. Поэтому ежегодно обращайтесь в государственное бюджетное учреждение ветеринарии. Адреса всех бюджетных учреждений находятся на сайте Комитета ветеринарии. И вот по месту жительства, пожалуйста, приходите, вакцинируйте свое животное. Замечательно. То есть комитет поможет это реализовать, и все, и приедет, и поможет. Да, конечно, конечно. Эта программа рассчитана ежегодно, поэтому ждем вас. Замечательно. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Желаем вам хорошего дня и будем вас ждать снова у нас в студии, конечно же, с хорошими новостями. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Өлетіп сөбетіміз соңына келді. Сайғылы достылар, мұна тек инсанларға дегілді, айванларға да біз яқшы давранмалымыз, чүнки бұл біздің кечкене қардашларымыз бір мешур цитатада айтылғаны кібі. Эбе достар ве көргеніңіз кібі, егер де айванчықларға бірде-бір бөле бір қануларға көрмеген бір янашма олса, жезады ғай жедейдір. Шының үшін бұл ақта ұнытмаңыз весінде тек жезадан дегілдір, Аллахтан да шу жүмледен қорқмақ керектір. Менже бұл меселеде. Саба яны девам ете, бізден айрылмаңыз.